Здравствуйте! Сегодняшняя наша тема касается грудного вскармливания. Грудное вскармливание, естественное вскармливание ребенка, это кормление ребенка посредством прикладывания его к груди матери. Значит, первое прикладывание ребенка начинается в первые часы после рождения, то есть в первые 30 минут. Мы прикладываем ребенка к груди матери, тем самым обеспечиваем ребенку психологическую взаимосвязь с матерью. Также есть причины, по которым мы первые полчаса не прикладываем ребенка к груди матери. Они связаны с патологическими процессами со стороны ребенка. То есть это глубокая недоношенность, асфиксии, также это пороки развития ребенка, травмы, кефалогематомы, а также резус-отрицательная кровь у матери. Со стороны матери патологические процессы, при которых ребенок не прикладывается к груди, это операции во время родов, тяжелые роды, кровотечение во время родов, а также инфекционные болезни у матери. Первый месяц ребенок прикладывается к груди по требованию. И продолжительность кормления составляет 30-40 минут. После уже ребенка прикладывают к груди через 1,5-2 часа, и ребенок уже начинает активно сосать грудь. Из-за этого продолжительность кормления сокращается, то есть доводится до 10-15 минут. При грудном вскармливании сокращается частота диспептических заболеваний, частота ОРВИ, бактериальных инфекций. Значит, сокращается риск развития сахарного диабета, ожирения, также аномалии развития прикуса сокращаются, увеличивается умственная активность ребенка, психоэмоциональное развитие ребенка, также острота зрения. Также в женском молоке содержатся факторы защиты, одним из которых является иммуноглобулин А. Он обеспечивает защиту слизистой кишечника, тем самым усиливает иммунитет у ребенка. Также содержатся в женском молоке интерфероны, защищающие от ОРВИ, и антиоксиданты. Бифидус-фактор, который содержится в женском молоке, он обеспечивает, стимулирует рост бифидум-бактерий, обеспечивает нормальное развитие кишечника, флоры кишечника. Как бы мы ни старались обеспечить правильное кормление ребенка, соблюдая все правила кормления грудью, все равно ребенок бывает беспокойным. Это связано с тем, что у ребенка во время кормления ребенок заглатывает большое количество воздуха, а также у ребенка возникают колики. Но при этом мы ребенка прерываем от кормления, мы его приподнимаем, придаем ему вертикальное положение и делаем массаж по часовой стрелке животу. При этом ребенок успокаивается, и, естественно, мы после продолжаем кормление. А также причина беспокойства ребенка во время кормления грудью у здорового ребенка может быть то, что у него возникает большая потребность в молоке. Естественно, этот кризис возникает в первом, в третьем и в шестом месяце развития ребенка. В этот период мы должны более часто прикладывать ребенка к груди, стимулируя лактацию. Мы рекомендуем одно кормление одной грудью, а потом через 1,5 часа ребенку дают вторую грудь. После этого мы сцеживаем остатки молока, но есть процессы патологические у матери, например, такие как лактостаз. При этом мы не сцеживаем молоко, не стимулируем лактацию, потому что это усугубит состояние. После кормления мы ребенка приподнимаем, придаем ему вертикальное положение. В течение 2 минут ребенок отрыгивает воздух, который он заглатывал во время кормления. И вместе с этим он может, естественно, и срыгивать небольшое количество молока. Это является естественным процессом, и за это беспокоиться не нужно.